В преддверии Дня России глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров вручил государственные награды гражданам, которые достигли значимых успехов в различных сферах деятельности. Почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоена директор информационного агентства «Иринформ» Ирина Тоболова. Почетный знак за активную работу по патриотическому воспитанию граждан получили администрация местного самоуправления Моздокского района и Дом-музей имени Цаголова. Кроме того, глава республики вручил медали «Патриот России» и «Во славу Осетии». За заслуги в области здравоохранения медалью «Во славу Осетии» награжден директор клиники доктора Кудзаева Казбек Кудзаев. Всего награды получили 20 человек, работающие в сфере культуры, спорта, телевидения, безопасности и здравоохранения. Подводя итог, Таймураз Мамсуров пожелал всем присутствующим новых побед и поблагодарил за ежедневный добросовестный труд во благо Родины. Я отношу эту награду как оценку работы всего коллектива клиники доктора Кудзаева. Нас около 30 человек. Медицина – это коллективная работа. Не может врач единолично достигать таких результатов. Это только самоотверженная работа всего коллектива. Из Владикавказа в Анапу теперь можно доехать на поезде без пересадок. Новый рейс доступен горожанам с 1 июня. Актуальность этого направления бесспорна, поскольку по прогнозам ожидается высокий пассажиропоток в Крым. Принято решение восстановить паромное сообщение между Анапой и Керчью, поэтому пассажиры смогут доехать из Владикавказа поездом до Анапы, а затем на пароме переправиться на полуостров. Рейс Владикавказ-Анапа будет круглогодичным, добавим, билеты на паром также можно будет приобрести на железнодорожном вокзале. Мы первооткрыватели поезда Владикавказ-Анапа. Очень хороший рейс, очень большой спрос. Люди с удовольствием едут, улыбаются. Надеемся их доставить комфортно. И надеемся, что все лето наши Владикавказ и другие пассажиры с удовольствием будут ездить на нашем поезде. Первый рейс – это наш прямой Владикавказ-Анапа. И до этого люди мучились, ездили там перекладными поездами. Многие сейчас будут пользоваться и ехать в Крым нашим поездом. В Северной Осетии на популяризацию регби необходимо искать дополнительные средства. Об этом на пресс-конференции заявил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев. Олимпийский чемпион уверен, что регби в Северной Осетии найдет свою нишу, тем более, что уже есть команда, которая показывает неплохой результат. Журналистов также волновал вопрос детского летнего отдыха. В этом году около 500 ребят отправятся в лагеря Динага и Россельмаш. Кроме этого, в селении Феогдон свои двери открывает молодежный военно-спортивный лагерь Балц. Ребята в возрасте от 12 до 17 лет пройдут спортивную и парашютно-десантную подготовки. Также в Куртатинском ущелье работает краеведческий лагерь Горец, где школьники будут ходить в походы и слушать лекции о родном крае. Говорили и о поддержке одаренных детей. Журналисты отметили, что порой молодые талантливые спортсмены остаются в тени. Это связано с нехваткой финансирования. У родителей нет денег, чтобы отправить своего ребенка на те или иные соревнования. Министр отметил, что это касается только тех видов спорта, которые не являются олимпийскими. Их министерство по закону финансировать не может. Честно говоря, мне, по лицу, и не только мне, и всему министерству этот вид спорта нравится. Я уверен, что у нас замечательная может быть команда, и не только не одна, а и две, и три, потому что не секрет, что в регби в основном приходят люди, занимающиеся единоборствами, да, от много лет там, в борьбе и другому физическому спорту, проявлять себя непосредственно в этом виде. Материала, думаю, будет у нас предостаточно, и, конечно, постараемся приложить максимум усилий, потому что мне самому это интересно, иметь в нашей республике такой вид, как регби.